Никогда не было места, подобного Турфану, чтобы жестокость и сладость жизни были вписаны в один и тот же раскаленный свиток. Здесь мы исследуем легендарную историю пещер Безиклик, тысячелетнюю уйгурскую цивилизацию, варварски разрушенную исламистами и безжалостно вырезанную капиталистами, последуем по пути смешения культуры хань и западного уйгурского края. Мифические пылающие горы, экстремальные условия делают зной Турфана таким, что можно сварить куриное яйцо прямо на солнце. В Турфане высокие горы окружают местность, а в центре впадина, поэтому горячий воздух скапливается и плохо рассеивается, возникает эффект фена. А мы, следуя за мифами и легендарной историей, отправимся искать другую сторону Турфана. Возможно, сами подсказки, сами коды уже горят внутри. Каждый китаец знает про пылающие горы из эпоса «Путешествие на запад», и это наша первая остановка в Турфане. Мы отправились из Урумчи и через 2 часа езды добрались до этого красноземлистого мира. Добро пожаловать на пылающие горы! А вот и долина огненных облаков. Это самый уникальный геологический ландшафт, который можно увидеть. Вся горная местность представляет собой довольно дикие песчаные дороги. Когда мы все еще наслаждались этим геологическим пейзажем, наконец случилось непредвиденное. Доехав до середины пылающих гор, наша машина не смогла ехать дальше вверх, и в итоге наше паломничество на запад было вынуждено прервано. Когда вращающиеся впустую колеса поднимают волны жара, я вдруг тоже прочувствовала на себе все трудности пути за священными писаниями. Это не гора, это лик, которого коснулся Великий Дух, это раскаленные мышцы и кости земли, сбросивший свою маскировку. Высокая температура создает экстремальные условия, но люди здесь используют ее, чтобы создавать невероятно вкусные блюда. Это стойка. Мы используем местных баранов. Сегодня привезли, нарезали бараньи ребрышки, в маринад кладем лук, после мариновки нанизываем на эту стойку, а стойку ставим в тандыр. Мы не хотели упустить возможность попробовать одно из лучших уйгурских блюд – турфанское мясо на стойке в этом семейном ресторанчике. Хозяйка говорит, что они живут здесь из поколения в поколение, вся семья жила здесь всегда. Все сотрудники, включая поваров и официантов, члены одной семьи. Наконец, можно расслабиться и выпить кружку кваса. Я настоятельно рекомендую обязательно попробовать дыню хами и охлажденный квас. И самое вкусное время для мяса на стойке – это первые 10 минут после того, как оно готово. В этот момент мясо снаружи хрустящее, а внутри нежное. Даже если посыпать только крупной солью, это все равно божественный вкус. Пока Крис снимал процесс, наша компания уже давно не могла дождаться. Открываешь мясо изнутри, этот звук хрустящей корочки, а потом соль и зира идеально сочетаются с ароматом баранины, весь жир внутри превращается в мясной сок, и когда ты откусываешь, он взрывается во рту, это так вкусно. Уйгуры с помощью огня создают изысканную еду, а также в сухом и жарком климате оставляют живые семена своей цивилизации. История цивилизации Турфана – это эпос, написанный между огненными горами и оазисами. Она оставила после себя не только мифы и сказания, но и закалила мудрость выживания в уникальные тотемы. Это переплетенные виноградные лозы у подножия огненных гор, это звездное небо,
отраженное в каналах киргизов, и среди всех культурных тотемов есть одно особенное – в этом самом пострадавшем от разграблений древнем уйгурском могильнике Астана. Среди этих артефактов мы увидели полные детской непосредственности древние картины и глиняные фигурки, а также изображения Нюйвы и Фуси, древних китайских Адама и Еву, словно предсказывающие код жизни. Эти артефакты позволяют нам заглянуть в то время, когда существовало государство Гаочан, и увидеть смешение культуры Хань и культуры западного уйгурского края. А на руинах древнего города Гаочан среди развалин все еще сохранились остатки глинобитных домов и фундаменты буддийских храмов, чей художественный стиль перекликается со статуями Будды в пещерах Туюк. Монеты Восточного Рима, Персии и центральной равнины Китая встретились здесь. Цивилизации разных эпох слились в уйгурскую. В гостинице «Гаочан», где мы остановились, можно увидеть современную реконструкцию фрески «Сцена проповеди в Гаочане», рассказывающую историю о том, как монах Сюаньцзан, направляясь на запад, побратался с правителем Гаочана. История древнего города Гаочан на этом далеко не заканчивается. Словами хозяина, это место не Рим, но это восточная легенда, более величественная, чем Рим. История одновременно таинственна и увлекательна, с захватывающими поворотами. В другом районе Турфана находится совершенно противоположное по характеру древнее городище Ярхата. Если Гаочан возник на пустынном месте, то Ярхата – это город, высеченный на Лесовом плато. Эти дни действительно были удивительными. Находясь внутри древнего памятника возрастом более 2000 лет, лучше всего в сумерках или вечером спокойно медленно гулять по всей этой территории, не спеша идти. Когда поднимается небо с резьбой, это чувство трудно описать. Входя в Ярхата в синих тонах, словно в сон или иллюзию, находясь среди руин, где есть только ветер, кажется, что время не течет, а застыло здесь. Вы чувствуете, словно вступаете навстречу миражу, среди руин, где говорит лишь ветер. Городище времен эпох ранних уйгурских царств, уйгурского каганата, династий Хань и Тан, знамена правителей Ярхата, уйгурские буддийские пещеры здесь накладываются друг на друга. И если вам посчастливится сюда попасть, обязательно не пропустите вечернее представление. Это иммерсивное шоу с полным погружением в атмосферу. Под синим небосводом вы вместе со всеми зрителями вознесете молитвы к буддистской ступе для путников на шелковом пути, как 1000 лет назад. Характер Турфана идеально отразился в местной уйгурской музыке. Это смесь огня, пустыни, оазиса и многонациональных верований, жизнерадостность, выкованная в экстремальных условиях, страстная древняя таинственность. Те же самые звуки разносятся эхом в Безиклик, пещерах 1000 Будд. Большая часть настенных росписей в пещерах была разрушена исламистами и разграблена европейскими археологами. Остались лишь частично сохранившиеся фрески, повествующие о древней истории. Сегодня мы можем только через репродукции на свитках увидеть былую красоту пещеры 1000 Будд. Строения еще могут противостоять разрушению временем и сохраняться долгое время. А что насчет тех более маленьких, хрупких предметов? Неужели они уже замолчали навсегда под песками год за годом? Дедушка Алим выбрал действие, чтобы выразить свой характер. Без изысканных витрин и надежных стеллажей, даже прочный журнал может стать защитной оболочкой для памяти старых вещей. Это емкости для хранения масла и бензина. Смазываемый кожаный контейнер для овечьего жира, волчьей шкуры. Что это такое? Это весы. И сколько же им лет? С юных лет, лет с 10, он увлекся собиранием старых предметов, разбросанных течением времени, и всю жизнь посвятил делу, чтобы из заброшенных фрагментов сложить осязаемую историю народной жизни Турфана.
Утрата в пещерах тысячи Будд напоминает о хрупкости цивилизации. Если бы можно было повернуть время вспять, мы бы хотели, чтобы у пещеры тысячи Будд была иная судьба. Но истинные фрески Турфана никогда не были только на стенах. Этот яркий красно-землистый цвет всегда горит у подножия огненных гор. Даже если глаза Будды на фресках вырезаны варварами, апсары по-прежнему танцуют свой танец наверху. Жить значит продолжать петь среди руин, в пламени выращивать самую сладкую лозу.